Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В последнее время задают вопрос. Хазрат, этот год был очень обильным на испытания, на потери, на болезни. Очень много родственников, близких, знакомых, друзей мы потеряли. Что же делать, чтобы не впадать в депрессию, чтобы найти себя, найти духовное, душевное спокойствие? Аллах Та'аля в Коране говорит, что каждый человек непременно будет испытываться и голодом, и изобилием, и болезнями, и здравием, и красотою, и другими испытаниями, которые Аллах Та'аля каждому из нас приготовил. И когда приходят эти испытания, нужно научиться проявлять терпение. Терпение, а впоследствии молитва. Прибегайте к молитве, Аллах Та'аля говорит. Так вот, ученые доказали, что вне зависимости, какую бы человек молитву не читал, на каком бы языке он не обращался к Творцу, к Богу, главное критерий молитвы, чтобы она выходила из сердца, с душою была. И когда эта молитва обладает вот этой энергетикой души, то у всех людей, кто проходили это испытание, часть мозга, которая отвечает за нахождение человека в пространстве, она отключалась. Человек был здесь и сейчас. И в этот момент все проблемы, все неурядицы, все испытания, которые пришли на его долю, они уходили в сторону. Человек перезагружал свою систему, и человеку становилось хорошо. Человек находил усладу, успокоение. И после выхода из этой молитвы, после окончания молитвы, обычно человек находил выход из сложившейся тяжелой ситуации. Аллах Та'аля в Коране, в суре Бакара говорит: «Я непременно каждого из вас испытаю». И Аллах Та'аля также в суре Бакара говорит: «Когда к вам приходят испытания, на вашу долю сбивающие вас с ног приходят невзгоды, болезни, то находите точку опоры». Когда человек начинает падать, он ищет, на что бы опереться, на что бы опереться и не упасть. И вот Аллах Та'аля говорит: находите точку опоры. Во-первых, проявите сначала терпение. Во-вторых, точкой опоры для вас является молитва. Обращайтесь искренне, со всем сердцем и душою в молитве ко Всевышнему, и Аллах Та'аля непременно ответит на ваши молитвы, на ваши обращения и просьбы. Аллах Та'аля пусть каждому из нас даст пройти испытания. Ведь испытания, они нас делают лучше. Это урок от Всевышнего Аллаха Та'аля. Представьте себе карандаш, которого периодически мы затачиваем, чтобы он был еще более острее и вследствие еще более ценнее. То же самое человек периодически проходит эту болезненную, тяжелую, но столь нужную процедуру заточки. Всевышний Аллах Та'аля нас затачивает, подготавливает и делает нас еще лучше по окончанию этого испытания. И Аллах Та'аля в Коране также нас радует. После каждого испытания, после каждого затруднения Аллах Та'аля говорит: я вам отдам больше радости, я вам отправлю счастье и облегчений. Поэтому все испытания, которые приходят на нашу душу в нашем жизненном пути, они ниспосланы для того, чтобы нас сделать лучше, мудрее, ближе ко Всевышнему Аллаху Та'аля, более набожными, более добрыми, человечными. И после этих испытаний человек получает великую награду от Всевышнего Аллаха Та'аля: радость, счастье, благополучие и приближение к Его довольствию. Аллах Та'аля пусть удостоит каждого из нас
стать искренними, чистыми рабами. И каждое испытание, которое приходит в нашем жизненном пути, пусть это даже будет укол иголки, оно призвано нас избавить от каких-то грехов и прегрешений. Поэтому Аллах Та'аля пусть очистит нас от грехов, ошибок, неправильных поступков и приблизит нас к своему довольствию. И чтобы в раю мы находились, вспоминая эти испытания, и радовались, что мы прошли, остались благодарными и искренними рабами Всевышнего Аллаха Та'аля. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.